В эфире «Итоги дня». Расскажем о самых интересных событиях за сегодня. В студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Вначале коротко об основных темах. Строительство Ленского моста будет вестись и в зимний период. Сейчас идут работы по обустройству опор. Подведены итоги федерального форума «Цифровой алмаз». Зарегистрировано рекордное количество участников – свыше 2600. Бойцы СВО приняли участие на торжественном вручении паспортов. Расскажем о главных событиях Мирнинского района. В Якутске состоялся концерт «Махтал», посвященный памяти первого президента Якутии Михаила Николаева. Игры Дыгына среди пожарных. В Якутске в 4-й раз проходит Кубок 5-го пожарно-спасательного отряда по Якутскому многоборью. Строительство Ленского моста будет вестись и в зимний период. Президент России поручил сократить срок предоставления средств федерального бюджета на финансирование проекта. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев. Сейчас идут работы по обустройству опор моста на обоих берегах реки. По словам главы региона, по плану в следующем году должны выходить на русло. На федеральном форуме «Цифровой алмаз» зарегистрировано рекордное количество участников – свыше 2600. Из них более 300 прилетели из других регионов страны. Глава Якутии Айсен Николаев встретился с модераторами и спикерами «Цифрового алмаза». Участники предложили наиболее актуальные темы для формирования резолюции форума. По его итогам заключены соглашения, важные для развития Якутии в цифровом пространстве и креативных индустриях. В рамках форума лидеры цифровой экономики страны и ведущие отраслевые эксперты принимали участие в обсуждениях по 4 трекам: цифровое инновационное развитие, цифровой контент, безопасность и телекоммуникации, а также образовательные технологии. Я бы отметил предложение по публичному размещению акций. У нас в стратегическом указе о развитии креативной экономики от 27 апреля текущего года одна из задач – это вывести 3 технологические компании из Якутии на первичное размещение акций, так называемое IPO. К 2032 году. Это очень сложный процесс, глобальный. Чтобы к нам прийти, нам нужно применять различные финансовые инструменты, такие как облигации, такие как цифровые финансовые активы и так далее. Но это не просто про финансовую грамотность, которая сейчас, безусловно, важна. Это про умение инвестировать. По итогам форума подписаны десятки соглашений, обсуждены самые актуальные вопросы, а также презентованы наработки в цифровой сфере. По итогам «Цифрового алмаза» этого года приняты решения, которые привлекут инвестиции в цифровую экономику Якутии. Участники увидели практические примеры в самых разных секторах экономики и обменялись мнениями. Также установлены новые партнерства и заложен фундамент будущих достижений. То цифровое развитие, которое мы сегодня видим в нашей республике, будет продолжаться благодаря в том числе и тем связям, тем контактам, которые у нас появились благодаря этому форуму. И уверен, что этот форум, который мы проводим совместно с Министерством цифрового развития Российской Федерации при поддержке ряда крупнейших компаний нашей страны, и отдельные слова благодарности нашему генеральному партнеру Сберу, будет и дальше так же успешно идти вперед. Кроме этого, на площадке Всероссийского форума состоялось пленарное заседание под названием «Создавая альтернативную инфраструктуру. Российские решения в глобальной IT-инфраструктуре и странах БРИКС». В его рамках обсудили стратегию IT-развития, вопросы кибербезопасности, а также внедрение цифровых технологий. Во время пленарного заседания состоялось торжественное вручение государственных стипендий первого президента республики Михаила Николаева. Интеллектуалы, юные исследователи, сподвижники культуры, науки и образования получили стипендии «Знанием победишь». Госнаграда призвана содействовать концентрации творческих сил, энергии и воли во имя будущего республики. Это стипендия дань уважения Михаила Ефимовича Николаева, потому что у него спектр интересов и в целом его деятельность была многогранна. И Михаил Ефимович создал центр программы «Шаг в будущее», который уже больше 28 лет уже работает на развитии нашей республики. И признавая его будущий вклад в программу «Шаг в будущее» не только в республике, но и в Российской Федерации, Центральный совет
в этом году присвоил имя главному нашему центру, имя Михаила Ефимовича Николаева. Важно помнить, что Михаил Ефимович, как он говорит, он любил свой народ, любил родную республику. И государственная стипендия, которая учреждена уже сейчас Алексеем Сергеевичем, это уже та стипендия, которая будет многих двигать на более такую развитие, работу с родной республикой. Тем временем в Хангаласском Улусе состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику первого президента Якутии Михаила Николаева. В этот день, 87 лет назад, на свет появился человек, оставивший неизгладимый след в истории республики. У его памятника в городе Покровске собрались представители республиканской и муниципальной властей, друзья и соратники Михаила Николаева, а также неравнодушные граждане, желающие почтить память великого земляка. Символично, что в день его рождения в республике также отмечается День инноваций, что подчеркивает стремление народа Саха продолжать дело Михаила Николаева. Я думаю, что все те устремления, которые в начале 90-х годов, в 2000-х годах Михаил Ефимович проводил в жизнь, сегодня это продолжается. Преемственность среди руководства республики сохраняется. И я думаю, что очень символично, что сегодня еще объявлен День инноваций. Ведь взгляды Михаила Ефимовича Николаева были очень прогрессивны не только в масштабах нашей республики, но и в масштабах России и всего мира. Он всегда говорил, ребенок становится счастливым не в богатой семье, в счастливой семье. На птицеферме села Арылах Мирнинского района ежегодно производят более 17 миллионов яиц. Бойцы СВО приняли участие на торжественном вручении паспортов, а 18 ноября в Светлинском индустриальном техникуме стартует образовательный форум «Вилюй». Эти и другие главные новости Мирнинского района смотрите далее. Ежегодно образовательный форум «Вилюй» собирает активных представителей молодежи, тех, кто готов решать непростые и общественно важные вопросы района. В этом году примут участие 60 молодых людей. Это представители организаций и предприятий района, члены молодежных движений, общественных объединений и студенты. Программа расписана по минутам. Круглые столы, мастер-классы, защита проектов и, конечно же, новые знакомства. Молодежный образовательный форум «Вилюй» пройдет с 18 по 23 ноября на базе Светлинского МРТК. У нас будет 5 дней плотной работы, плотных образовательных программ. У нас замечательные эксперты, которые составили программу так гармонично, чтобы и сделать командную работу ребят, и насытить их теми знаниями, которые помогут им написать замечательные проекты. По итогу этих дней они получат эти знания, выстроят коммуникации и выдадут именно те проекты, которые пойдут во благо района. В птицеферме села Арылах содержатся 64 тысячи несушек. Ежегодно они производят 17 миллионов яиц. Этого достаточно, чтобы обеспечить все потребности района. Помимо этого, свежие яйца покупают и в соседних районах. Отличие яиц совхоза «Новые» от привозных – это яйца коричневого цвета. Белое яйцо предприятие не производит. Птицетоварная ферма акционерного общества «Совхоз Новый» работает стабильно. Ежегодно приобретаем суточных цыплят у якутской птицефабрики. На сегодня среднегодовое поголовье кур составляет 62 тысячи голов. У нас план яиц составляет 17 миллионов 500 тысяч яиц. На сегодня обеспеченность по району выходит 85% по яйцу. В алмазной столице состоялось традиционное торжественное вручение паспортов юным жителям района. Проводится оно в рамках всероссийской программы «Мы граждане России». Хорошей традицией становится и участие в этом мероприятии бойцов специальной военной операции. Они напутствуют ребят, рассказывая о собственном примере верного служения на благо Отечества. В этот раз в мероприятии приняли участие бойцы Артем и Сергей, находящиеся в краткосрочном отпуске. Это очень почетно получать паспорта, свой первый документ в присутствии людей, которые борются, которые отстаивают нашу страну в столь сложном положении.
Для меня на самом деле это было очень важно, потому что я очень давно представляла себе, как я буду получать паспорт, и я очень рада. В детском саду Лукоморья прошло праздничное итоговое мероприятие районного конкурс-фестиваля «Мы разные, но мы едины», на котором собрались все победители конкурса. Фестиваль проводится в рамках реализации плана мероприятий муниципальной инновационной площадки. В целом мы являемся муниципальной площадкой на протяжении уже нескольких лет и будем продолжать, тем более сейчас, в наше время, это очень актуально, это очень необходимо. И дети, когда работают по данному направлению, по данной программе, они у нас уже более раскрепощены, то есть не возникает никаких таких, знаете, разногласий о том, какой ты национальность. Наоборот, они этим гордятся, они с удовольствием показывают свои костюмы, рассказывают о своем народе. И также у нас девочки, работая по этой программе, делают демонстрационно наглядные пособия. То есть работа идет полным объеме в течение всего года. В День инноваций в республике национальная вещательная компания «Саха» представила первых ведущих на основе искусственного интеллекта. Внедрение ИИ ведущих является частью стратегического курса компании на цифровую трансформацию, а также открывает новые возможности для создания и подачи контента. На начальном этапе ведущие, созданные искусственным интеллектом, будут использованы в социальных сетях НВК «Саха» и телеканала «Якутия-24». Они у нас могут говорить и на русском, и на якутском языке. Всего у нас 3 ведущих. Это Антон, Любовь и Ирида, которые могут рассказывать нашим подписчикам и читателям сайта все самые интересные новости. Это является очень важным шагом для развития нашей компании, потому что данный проект сохраняет мультиязычность нашего региона и делает огромный вклад в развитие не только инновационных технологий, но и сохранение родного языка. Внедрение искусственного интеллекта демонстрирует стремление к технологическому развитию, а также призывает помочь в деле сохранения и продвижения языков и культуры народов Якутии. Внешность и голоса ведущих были считаны с реальных сотрудников компании. Режиссером картины выступил Дмитрий Кольцов. В кинокартине снялись не только якутские актеры, но и известные российские артисты. Фильм нам выдавали тексты и записывали в студии новостные тексты. Было очень интересно, так как я не ведущий, и в эфире я не появляюсь, поэтому для меня это новый опыт. Нас снимали по 2 часа примерно, с передышками, было очень сложно. Было бы интересно посмотреть на себя со стороны, и вообще для меня это новый опыт, и мне кажется, что какие-то новшества – это тоже очень интересно. Специалисты Якутского республиканского психологического центра провели выездное совещание в Алдане. В ходе встречи с социальными педагогами и психологами учреждений образования были рассмотрены различные проблемы, касающиеся жестокого обращения с несовершеннолетними и оказания детям комплексной помощи. Подробности в сюжете наших коллег. Как своевременно заметить признаки семейного неблагополучия и какие меры необходимо принимать в первую очередь? Что включает в себя оперативное реагирование и экстренная помощь? И каким образом повысить эффективность межведомственного взаимодействия? Эти и многие другие вопросы поднимались в ходе встречи социальных педагогов и психологов учреждений образования района со специалистами Якутского республиканского психологического центра. Будет представлен ряд нормативно-правовой базы, которые работают по жестокому обращению с несовершеннолетними. Фактов жестокого обращения – это и физическое насилие, и сексуальное, и так далее. Они актуальны в настоящее время. Будут даны рекомендации, будут показан алгоритм действий, как взаимодействуют все органы системы профилактики в том или ином случае при их выявлении и также при реабилитации. Выездное совещание состоялось в рамках Республиканского форума по оказанию социально-психологической поддержки семей. В настоящее время специалисты Центра психологической помощи работают в разных районах Якутии. Одной из главных тем является проблема жестокого обращения с несовершеннолетними. К сожалению, показатели жестокого обращения, невозможно сказать, что их нет, и показатели, статистика показывает другое. И на сегодняшний день наша служба охватывает всю республику и работает
с несовершеннолетними, которые пострадали от жестокого обращения и насилия. Еще одна обсуждаемая сторонами встречи проблема, требующая постоянного контроля, касается взаимоотношений в детско-подростковых коллективах. Речь идет о буллинге, преследовании и травле одного члена коллектива другим или другими. Поведение агрессора зачастую требует вмешательства специалистов. Нередко психологическая поддержка нужна и жертве. Вот сейчас у нас был месячник психологического здоровья, нашу школу приглашали. К сожалению, да, буллинг имеет место быть у нас. Не всегда педагоги могут справиться сами, поэтому привлекают нас для поддержки, для профилактики, для просветительской работы и для разрешения именно конфликтов между родителями, учителями, ну, соответственно, и детьми. В рамках совещания гости провели практикум для педагогов, ознакомив их с мерами профилактики профессионального выгорания. По словам республиканских специалистов, встреча прошла плодотворно. По итогам обсуждений был выработан ряд решений. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Музей Ярославского стал первичным отделением российского движения детей и молодежи «Движение первых». Подробнее о событии в сюжете Тимура Колмогорова. На сегодняшний день музей имени Ярославского – третий по счету музей в Якутии, ставший первичным отделением движения. На мероприятии представители обеих сторон подписали соглашение о сотрудничестве. Тем самым музей также войдет в программу мероприятий движения. Сейчас у нас проходит региональный конкурс «Белый олененок» по направлению культуры и искусства «Создавай и вдохновляй». И первичное отделение имени Ярославского может уже активно принимать участие в наших проектах. Например, таких как «Методический десант», на котором можно знакомить ребят и специалистов музея с деятельностью движения первых. Кроме того, в музее была открыта выставка, посвященная истории становления движения первых в России и в Якутии в частности. Любой желающий сможет увидеть официальный мерч, а также памятные моменты и награды. Основная часть посетителей нашего музея – это дети. Дети, конечно, разных возрастов, но в основном дети как раз вот пионерского возраста, там 10, 12, 14 лет. В это время дети активно ходят в музей. И отрадно, что движение первых решило, значит, открыть у нас вот такую вот точку работы. Теперь мы с ними будем сотрудничать. Теперь у нас, наверное, еще больше будет детей. Будем проводить очень много мероприятий. Мы всегда рады, открыты. И, конечно, хорошо, что они будут приходить к нам в музей. Движение первых набирает все большую популярность среди молодежи. Так, больше чем за год в Якутии открыли более 700 первичных отделений. Проекты движения развивают их таланты, прививая детям патриотизм и любовь к родине. Тимур Колмогоров, Семен Семенов, Якутск. В Якутске состоялся концерт «Махтал», посвященный памяти первого президента Якутии Михаила Николаева. Торжественное мероприятие приурочено ко дню рождения выдающегося государственного и политического деятеля. Большой концерт организован по инициативе студентов и выпускников Высшей школы музыки, Якутской балетной школы и артистов республики при поддержке Николаев-центра. Напомним, в честь вклада Михаила Николаева в развитие Якутии 13 ноября объявлен Днем инноваций. Сегодня выпускники, студенты Высшей школы музыки и артисты нашей республики организовали этот замечательный концерт «Махтал» для жителей нашего города Якутска в память о первом президенте в день его рождения. Это символ признательности, благодарности за создание Высшей школы музыки, поддержки культуры и искусства и дальнейшего поступательного развития нашей республики. Почти ровесник города Нерюнгри, Центр развития творчества детей и юношества, начал свою деятельность в ноябре 1977 года в статусе Нерюнгринского городского дома пионеров и школьников с 4 кружков. В них занимались 98 нерюнгринцев. Год за годом центр рос и расширялся. Сегодня многопрофильное учреждение обеспечивает развитие дополнительного образования детей и молодежи в Нерюнгринском районе.
Центр развития творчества детей и юношества – флагман дополнительного образования в Нерюнгринском районе, где сегодня обучается около 3000 юных нерюнгринцев. В структуре учреждения 4 подразделения – это детские дома творчества в поселках Чульман, Серебряный Бор и Беркакит и известный всем лагерь дневного пребывания «Мужество». Исходя из запросов обучающихся и родителей на образовательные услуги, в центре каждый год открываются новые актуальные творческие объединения, отвечающие интересам и потребностям современных школьников. Каждый год мы меняем образовательные программы, то есть те, которые становятся неактуальными для детей, не востребованы, мы их убираем, разрабатываем новые. В этом прелесть в учреждении дополнительного образования, что мы как раз-таки находимся на гребне волны, и мы популярные среди детей направления, мы их стараемся в первую очередь внедрять в свою работу. Многие юные нерюнгринцы посещают не одно объединение центра, а сразу несколько. Я сейчас хожу на валяние, на рисование, на глину тут и на английский тоже. У меня дома получается рисовать, я уже учу свою сестру тоже к этому рисованию. Сегодня в центре популярны как современные направления, так и проверенные годами. На объединении по обучению валяния классы не пустуют. Во-первых, это моторика, развитие фантазии, это усидчивость, это дети, как говорится, общение живое. И ребенок видит свою готовую работу, и если еще его поддерживают одногруппники, они, конечно, выражают свой восторг и уверенность в себе. Дети очень, скажем так, довольны тем, что они делают. Мне он очень сильно нравится. Я его содержу как домашний питомец. Не домашний, а на валяние беру. У центра большие планы на будущее. Есть у нас, конечно, небольшие, я думаю, что это временные трудности, что у нас несколько объединений занимаются одновременно в одном кабинете, в одном большом пространстве. Но есть планы по расширению. Впереди нас ждет 50-летний юбилей нашего центра, и вместе с главой нашего Нерюнгринского района Романом Михайловичем Щегельником мы разработали план по развитию нашего центра, по перестроению. То есть большие средства планируется вкладываться именно в дополнительное образование, небольшая перезагрузочка. С высокими достижениями детей и педагогов, оптимизмом и надеждой на реализацию новых творческих проектов коллектив центра стремится к осуществлению задуманных планов. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Якутске прошли соревнования по национальному многоборью среди сотрудников пожарных подразделений. Спортсмены соревновались в 7 традиционных дисциплинах. Лучший был определен по сумме баллов за каждый вид, и им стал Алексей Сазонов из 6-й пожарно-спасательной части города Якутска. О том, как проходили соревнования, расскажет мой коллега Александр Хавренко. Кубок 5-го пожарно-спасательного отряда по якутскому многоборью среди пожарных проходит уже в 4-й раз. Между собой участники называют эти соревнования «Игры Дыгына» среди пожарных. Состязания на кубке действительно проводятся по правилам игр Дыгына. Участники соревнуются в 7 спортивных дисциплинах. Хочу показать, что у нас работают такие сильные, мужественные ребята, можно сказать. И например, на прошлых играх Дыгына в 2024 году участвовало из 12 участников было 4 наших коллеги. 3 с пожарных частей и 1 со службы спасения Николай Обоев. Вот это хотел показать, и и пропаганда якутских национальных видов спорта. На нынешних соревнованиях принимали участие 10 атлетов, 8 из Якутска и 2 представителя Татинского вуза. Алексей Ефимов впервые выступал на играх Дыгына для пожарных, но настроен достаточно серьезно. Эти соревнования я уже наблюдаю уже давно, слышал об нем, наблюдал. И участвовать, конечно, всегда для меня волнительно. Уже пока показатель у меня средний, так как я после травмы возвращаюсь. Базовый спорт у меня это капсагай, получается, и перетаскивание камня. И в остальном все средний показатель. Победителя турнира определят по сумме баллов в каждом состязании. Многие из атлетов пожарных настроены принять участие в играх Дыгына в 2025 году. И эти соревнования для них как один из этапов подготовки к отборочным состязаниям.
Заявки на участие в «Елке желаний» начнут принимать с 15 ноября. Все новогодние желания будут исполнены до 28 февраля следующего года. Подарить подарок и исполнить мечту ребенка, оказавшегося в сложной жизненной ситуации, сможет любой неравнодушный житель Якутии. «Елки желаний» по традиции будут установлены в общественных местах, торговых центрах. Также в этом году сделать детям праздник можно и онлайн. Необходимо зарегистрироваться на сайте проекта после 15 ноября. Сбор заявок на участие начнется 15 ноября и продлится до 20 декабря через официальный сайт акции с приложением соответствующих документов и описанием заветного желания ребенка. Тем временем новогодняя елка установлена на площади Орджоникидзе в Якутске. Сейчас идет оформление главного символа Нового года. Зажжение первой новогодней елки страны состоится 1 декабря в рамках ежегодного фестиваля «Зима начинается с Якутии». В администрации города отметили, что 20-метровая елка сохранит свой национальный колорит. Конструкцию украсит скачущий северный олень, вокруг переплетутся узоры. На верхушке будет круглый орнамент в виде якутского оберега Бесь-Харах. Также на площади Орджоникидзе обновится и зимний световой фонтан, который приобретет форму якутской чаши Кытыя. Таким уходящий день увидели наши корреспонденты. Мы продолжим следить за развитием событий. Обзор новостей мы продолжим на канале Якутия-24. Оставайтесь с нами.